Вітаю! У эфіры падкаст святога нічога, дзе розныя прыемныя людзі, ну і я, Марыя Пархімчык, гутарым пра тое, што такое расці, сталець і шукаць сабе ў Беларусі. У гэтым выпуску мы пагаворым пра школу, пра тое, што там з намі адбывалася і ці атрымалі мы там веды, што нам вельмі спатрэбіліся. Да мяне завіталі рабята, якія скончылі свае школы 6-7 гадоў таму. Гоша, квір-актывіст. Привет. Аліна, квір-актывістка і экафеміністка, і калі вы сочыце за праектам «Новыя рэгіёны» і хоць бы раз наведвалі фестываль супраць хатняга гвалту «Не вінавата», то, атрымліваецца, вы крыху ведаеце праект, якім Аліна займаецца. А яшчэ Аліна паспела і ў школцы папрацаваць на размеркаванні. Таму, спадзяюся, пачуем і гісторыі адтуль. Всем приветик! Сваю школу я скончыла 20 гадоў таму, і я ўвогуле не сачыла, што там адбывалася ўвесь гэты час. Але вось учора зайшла ў яе інсту, і там быццам бы тое ж самае, што ў маём дзяцінстве. Суботнікі, помнікі, ускладанне вянкоў, дні супраць наркотыкаў, дзень барацьбы са снідам, малюнкі не вайне і гэтак далей. Ну, то бок можна яшчэ гадоў 20 не заходзіць, і я думаю, што там нічога не памяняецца. А ў вас як? Вы ўвогуле сочыце за жыццём сваіх школ? Я скажу так, што ў мяне было 2 школы. Першая гэта была гімназія ў горадзе Мсціславе, а другая гэта быў ліцэй у Магілёве. І так склалася, што пра гімназію ў мяне добрых нейкіх успамінаў амаль няма. Таму я нічога і не хачу ведаць пра тое, што там адбываецца. Вось, а з ліцэем у мяне было шмат такога вельмі важнага для мяне, таму я часам гляжу, што адбываецца, ці ўсё так жа, такі safe space, які я адчувала, там, ці робяцца такія ж мерапрыемствы, як рабіліся для мяне, таму мой час. А ты, Гош? У меня похожая очень ситуация. Тут мы можем сразу сказать, что мы с Алиной в лицее учились в одном. Да, но в разных как бы параллелях, в разных, даже не параллелях, а как-то... Ну, в разные года. В разные года, да. Вот, и моя школа как-то до лицея тоже ничего хорошего не могу вспомнить про нее. Вот, но лицей, да, стал таким как бы особенным местом, за которым действительно как-то хочется следить, и оно так отпечатало сердечки. А ввогуле сочыце ли вы за навінамі адукацыі ў Беларусі? Ну, я намеренно нет, мне кажется. До меня доходит. Я так на скидочку почитаю, что отбывается из недавнего. В Гродно сняли директоров школ и запретили писать про лето. Что? Типа, что дети ездили в какие-то отпуска? Так, что замежжа ёсць праблема, и что выдатнікі поступают за мяжу, и гэтых директоров звольняют. Вось такая ситуация. Так само. Вось такая навіна. Пельмени удивили больше всего. В Минской школе рассказали, что изменилась столовая в ходе эксперимента с питанием. Ну, до речі, пахі вось школы для мяне спортзала, яна такая типа пыл і пот. І сталоўка, якая пахне быццам бы некай такой картоплей кислой, ці нешта такое, вось школа. Я не поддерживаю этот клуб буллеров, который вы делаете вокруг школьных столовых. Я, в принципе, из такого очень бедного контекста была, и в школе мне было важно есть, потому что там я могла там какую-то разную еду пробовать, условно. А потом, когда я начала работать в школе, вообще столовка — это был мой safe space. Просто там типа... потому что я вообще не успевала готовить для себя. Я просто в 6 утра, ты там зимой встаешь, идешь там на Якуба Колоса, который там вообще не убран этот снег, ползешь по сугробам, голодный, холодный, еще там вести эти уроки. И, завтраки, обеды. У меня все было завтраки, обеды, ужины. Очень грустно мне было всегда, как учительница, смотреть на то, сколько еды выбрасывается. Вот. И вот это такое. Потому что дети супер не любили в школе, в которой я работала, там запеканки, всякое такое. И больше меня только с моего опыта как активизма мне на это было очень грустно смотреть, там прям до слез. И я уже почти ходила в такую позицию, типа, не доедите, не встанете. Я такое не говорила, но мне уже, такое хотелось, там, типа, сказать, что... Зараз гісторыя, каб восстановить экабаланс. Я таксама працавала настаўніцай, я была размеркавана ў Чачэрскі раён Гомельскай вобласці. У нас было такое по питанию.
дзеці пыталіся ў сталоўцы бясплатна, а настаўнікі павінны былі плаціць, але ў настаўнікаў не вельмі было грошай, і калі мы прыйшлі, то старэйшыя у іх такі лайфхак, тыпу дзеці бяруць порцыі і не едуць, не едзяць іх. Вы можаце іх проста забіраць, але гэта было дзіўна. Тыпу стаім мы завуч, такі, так, хто не съест? Или там, знаешь, Вова, есть не будешь? Не буду. Запеканку не будешь? Ничего не пропадало. Класс. Ну, знаешь, вот я сейчас вспомнила, что, мне кажется, еще столовая, хоть и для меня была каким-то сейф-спейсом условным, но для детей, наверное, это было еще какое-то место, на самом деле, иерархии, потому что у меня были в классе бесплатники по питанию некоторые. Тогда, когда я работала там несколько лет назад, на это претендовали многодетные семьи, и формулировка что-то типа как с малым доходом, я не знаю. Но смысл в том, что им иногда давали другую еду, очень редко. Обычно было так, что им давали такую же еду, но не давали сладкое. То есть детям всем давали вафли дополнительно, а им ничего не давали, и это всегда была такая путаница, типа там крик на столовку, наверное, кто-то из бесплатников, у нас нет одной вафли, там, например, учителя говорят, из буфета отвечают, идите, ищите свои вафли, может быть, у кого-то из бесплатников они. То есть это, такое было очень, такое прям иерархичное. Неприемно. И там я иногда там, типа, за свой счет покупала, потому что, это ужасно. Вообще дети не должны там в 5 классе, да ни в каком возрасте думать о вот таких штуках, что они там не заслуживают сладкого, еще чего-то. Да, можно хотя бы школу зробить территории без иерархии. Вау! Да, конечно, можно сбавить обороты в своих желаниях. Следующая новость, еще у меня парочка есть. Угу. Поговорили с детьми, родителями и учителями о том, как в школах растят патриотов. Хотите спокойно учиться, значит, нужно петь гимн. С гимном, я не знаю, я, может, сейчас отойду чуть в сторону, это именно от школы, но просто мне с гимном такая травма. Лет мне было, не знаю, 4-5, и я вставал каждое утро в садик, и каждое утро играл значит, гимн этот. Я никогда не мог понять, что это за песня. Просто по телевизору, значит, там ровно в 6 утра или во сколько-то начинали просто петь вот это. И у меня четкое воспоминание есть кадра, где вертолет такой летит, и с вертолета держит флаг. И это, наверное, где я впервые увидел ребенком, как выглядит вертолет. Я помню, что у нас были вот эти все истории с октябрятами сначала. В каком-то классе, там весь класс привозят, у нас там был коридор, в коридоре условный какой-то военный музей был. Мы становились там в рядочек, нам раздавали значочки. Потом в каком-то классе нас посвящали в пионеры, и у нас был этот как-то галстучек называется, да, и он был не красный, а красно-зеленый. Угу. И всегда нам говорили, всегда нужно приходить в нем, чтобы он всегда был выглаженный, чтобы он, не мятый. Я помню, что я занимался тем, что я гладил этот галстучек. У нас не было октябрят в моей гимназии, но... Как вы жили? Вот так. У нас не было никаких дополнительных, знаете, привилегий. Но у нас был БРСМ вступление. Мы, я думаю, не очень понимали вообще, что это. Мы, мне кажется, тогда в моем городе, этом маленьком, просто были рады какому-то новому атрибуту для, не знаю, этот галстук. Мы там все вязали, нас не нужно было заставлять, нам было очень интересно, что это такое. Потому что там же нужно знать схему его повязания. И там это такое было, знаете, какое-то средство комьюнити, потому что все друг друга на коридорах учили, как он, завязывается. Вот. Почему он так и задуманы? Может быть, для объединения. Комьюнити. Да. Давайте придумаем, под який трек ви хотіли б починати занятки в школі. Один? Я уявляю гэта так, што можна проста браць пераможцу Євробачення сёлетняга
і круціць яго, типу. І гэта заўсёды будзе нешта рознае, таму што гэта можа ча-ча-ча, типа там Ларин. Energy, Ларин. Круто. Кончита Вурст. Сразу вдохновляюще. Ну, знаете, а у нас в лицее это играла музыка постоянно на коридорах, на перерывах. Да. В зависимости от сезона и от праздников. Часто под Новый год были какие-то рождественские песни, играли на перерывах. И что-то из Гарри Поттера, я помню, звучало. Но вот было грустно мне всегда, когда были праздники к 8 марта и 23 февраля. Вот там просто трубочку, уши скручивались. День Победы. Ну, такие песни, знаете, фрустрирующие. Там про предназначение, там, женщины, праздник весны. Вот это, да, было. А на все остальные контексты это было нейтрально. Мне вообще кажется, что в лицее такая схватка между людьми, которые в администрации, которые такие провластные очень, а другие, которые там, наоборот, больше про дети. Ну, в плане, что они такие... Ну, потому что в лицее это ощущается в нашем, что есть люди, которые супер беспокоятся о детях, об их благополучии, вообще о том, как они там себя ощущают. У нас в лице вообще вы с нами разговаривали. Ну, типа, он очень сильно учили нас, да, наши границы понимать. Да, то есть вот такое. Была такая, и есть такая часть администрации, которая, ну вот наоборот, при любой возможности там любые какие-то иерархии выстроить, любые какие-то вот такие штуки про предназначение ляпнуть. Вот. И мне кажется, что на 8 марта, на 23 февраля вот эта часть администрации, она прям в отдушину уходила, потому что, типа, весь год там какие-то недели Гарри Поттера, там, не знаю, день улыбок у нас поэтические какие-то недели были, когда у нас стоял стул посреди коридора, можно было на него становиться читать стихи. То есть, ну вот, и вот когда были какие-то такие более кринжовые поводы, вот они тогда, ну, уходили вообще в такой разнос, там 14 февраля вообще страшно было. То бок можно было просто забраться на кресло и... Да, читать стихи. Вершик. Да. Это... И есть еще место, где можно было песни петь. И их сейчас можно под гитару. Угу. На переменках, да, это прям... Я всегда мечтал, что вот когда-нибудь я наберу смелости там что-нибудь сыграю и спою. А я пела. Я не умею играть, но пела. Что? Ой, ну мы там поем «Три черепахи». Да, всегда. Ну, какие-то вот такие белорусы. Очень любили в нашем лицее «Разбито сердце пацана» группу. Ну, там много всего. Они, то есть, ну, именно белорусскую и белорусскомовную музыку чаще всего пели. Я скажу так, что, в принципе, о белорусской культуре вот так вот я начала узнавать из лицея. Да. То есть, о какой-то такой современной, может быть, потому что там что-то на уроках истории узнаешь, что-то на уроках белорусской мовы, литературы там тоже узнаешь, но что-то про там предыдущий контекст, но не про современный. И вот в лицее как раз-таки такая, а что они поют там «Три черепахи»? Потому что нужно было знать текст, чтобы там орать, чтобы горланить. Нужно было знать текст. И тебе нужно там посидеть, погуглить, что там за текст, поучить его. Ну, и вот так вот я как бы... Такое не Ленина, не Ленина, не Карла Линнея. Да, вот этих вот всех, вот как-то вот так. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Не Ленина, не Леннона, не Карла Линнея, а киты и шарпаки были. Мы заговорили про Гарри Поттера, і я вспомнила, што зараз да яго стаўленне такое неадназначнае, і, напрыклад, лічыцца магія, гэта нешта такое не падыходзячае беларускім дзецям. А добрае, вось, ну, вводзіцца ж факультатыў, асновы духовнай там жизни, вот этой всей. І вось, я вас хацела запытацца, ці бачылі вы гэты падручнік? Не. К счастью, наверное, я мне вам не хочу довелось. показать. Да. Ну, гэта, ведаеце, гэта як у меме. Типу, когда намалёвана жанчына, якая нясе улей, і напісана, гэтая жанчына даставіць улей прямо да вас у офіс. І каментарый, а можна неяк ад гэтага адмовіцца, або ці яно адбудзецца, не гледзячы на ўсё. Вось я гэтая жанчына, я несу вам улей. Вось вокладка. И я хочу сказать нашим слухачам... А какого года издание? Извините, как училка бывшая, хочу спросить. 2021 год. Вокладка — гэта як такая, видите, капча, дзе трэба адзначыць. Адзначыць усе малюначкі, дзе ёсць там ровар. А тут трэба адзначыць усе малюначкі, дзе ёсць праваслаўе. На всех? Ну, тут шмат дзе, но вы все еще человек, подобный до Игоря Николаева. Я думаю, что это Франциск Скорина.
Ну, але яшчэ валожкі. І я прапаную, паколькі хутка калядкі, то мы можам паваражыць па гэтай кніжцы. Вось вы загадваеце старонку, Окей. і я рандомно читаю там радок. Страшно, конечно. Но этот улей идет в да. ваш офис. Страница номер 8. Осваиваемые понятия, духовные и нравственные законы, добродетель и грех. Period. Жесть. Гоша. 66-ю. Пилигрим. Я слышал, там бывают сокровища. Гоша, к грошам. Так, моя сторонка будет 17. Звучащие по ссылке QR-кода на странице 13 песня А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова «Молодость моя Белоруссия» в исполнении всех святского хора аудиоматериал 13 усилит и эмоционально закрепит возникшие теплые чувства. У нас был такой большой скандал в школе, в которой я работала, потому что преподавать этот кружок как бы никто не хотел, и заставили учителя биологии. Я помню, как она такая была в очень таком шоковом состоянии, что говорит, ну как я преподаю биологию, очень конкретные какие-то штуки мы изучаем, и я должна, говорит, я там неверующий человек, вообще, что я буду, что я буду рассказывать? Противоположности, можно сказать, биология. Да, и я помню, когда заходила иногда, видела, что этот урок шел, то я помню, что книги там, они, наверное, мне кажется, брали как детскую Библию, что-то такое. Угу. В школе сейчас посмотреть на вообще список литературы, который изучается, куда им еще про Библию целый отдельный факультатив, и преподают совершенно рандомные люди, это вообще грустно. Лепш бы просто святар приходит. Я даже, кстати, не знаю, что хуже, но это больше про то, что а что мы тут пытаемся какое-то логическое объяснение найти? Это трэш какой-то. Что за херня, извините? Мы шукаем логическое объяснение книжки, у якой есть такое задание, как «Представьте, что вы решили рассказать своим родным, друзьям или близким о празднике Сретения». О чем вы расскажете? Часто бывает такое, да. Что за Сретение? Ладно, не будем. Мне уже интересно стало. Уже, знаешь, Маша, можно продавать. Здравствуйте, хотите узнать о Боге? Надо подумать какую-нибудь эту противоположную историю про какой-нибудь другой праздник, точно не христианский. Здравствуйте, хотите узнать о Прайде? О Прайде, я тоже думаю. Знаете, иногда приходят какие-то тетечки в халатах и проверяют головы вам, нету ли там шеи. И в один из дней, тоже такая проверка пришла, что-то нам начали про каких-то там тоже в шее передающихся там половым путем рассказывать. Не помню точно контекст. Значит, эта врачица обратилась к классу и спросила, а вообще знаете, что такое половой контакт? И наша классная руководительница такая, да, конечно, ничего не знают. Я хотел сказать, что мы просто стесняемся, но предполагаем. Чем выше любовь, тем ниже вши, она хотела. Да, посыл такой. И она вам не объясняла ничего. Нет, еще другое воспоминание. В начальной школе мне моя учительница классная подарила учебник по биологии. И я открыл оглавление. Там, значит, было заглавие, там, устройство, там, что-то там, было чего-то там. И я открыл, и не нашел этой страницы. Оказалось, что она вырвала ее. Как-то любезно для меня вырвала. Для меня сколько там в третьем, четвертом классе. Я немножко причасту квирности в этот разговор про секс-эдукейшн в школе. У нас не было сразу нормального чего-то не вокруг гетероконтекста. Там были какие-то попытки в моей гимназии объяснить, что у девочек есть менструация и что им всегда нужно предохраняться. Но от чего они, по-моему, не сильно упоминали. Это окей. Но я скажу так, что когда я работала в школе, я не помню, чтобы какие-то уроки там секс-просвещения вообще были. Но дети сами хотели. Например, была такая штука, что ко мне приходит девочка в классе и говорит, а можно мы на следующем классном часу обсудим ЛГБТК?
Что? Вот, да. И Она говорит, подводила тебе под статью. Она говорит, я бы хотела презентацию сделать, и мы поговорили о гендере, и мы поговорили бы о сексуальных ориентациях. То есть и я такая, знаете, я там как квир-человек такая просто во мне внутри все орёт, типа, я очень хочу поддержать этого ребенка, который мне вообще это говорит. Я говорю, что мне кажется, это супер важный разговор, но, возможно, нам не позволят его здесь провести. Это к тому, что у детей, даже в 5 классе, в 6 классе это все среди друг друга, эти разговоры, понятное дело, идут. Но очень жаль, что что вообще в Беларуси нет никаких пространств для сексуального образования подростков. И как они тогда изучают это? Родители ведь, с ними тоже не говорят, очень редко, как мне кажется. И получается такая проблема, что дети изучают о сексе из порно, а оно вообще не олицетворяет то, что происходит реально, и не показывает разнообразие вообще всего этого, и оно нацелено на мужской взгляд, что там все такое с мужской позиции, и все вокруг гетероконтекста. На порно-сайтах треба, как вылетал дисклеймер, не пытайтесь повторить. Да. Выполнено профессионалом. Но оно такое травмоопасное, ведь правда. И они, получается, изучают это часто там или типа в фильмах. У нас было такое, что однойчы приехал тоже так само в халаце чалавек, але гэта быў дерматолог, і нас сабралі ў актавай зале, усіх пасадзілі, і ён нас запужваў. То бок ён раскрыў нейкую такую справачную дапаможную кніжку і паказваў нам вельмі страшэнныя рэчы, тыпу анус з нейкімі папырышкамі і казаў, вось гэта будзе, калі вы не будете... то есть мы не разумеем яшчэ прычынна-следственных сувязей, а нам просто говорят «сифилис!» Типа просто дети, не ебитесь. У нас, я помню, тоже были вот эти рассказы про предохранение, и настолько тема именно самого секса обтекалась, что я верил то, что презервативы, они не предохраняют от беременности, они не предотвращают беременность, они только защищают от передачи инфекций. Понимаете концепцию? То есть контрацептивы, они как бы тебя не контрацептируют. Да, то есть, так никто не объяснял, что вообще беременность, возможно, нужно предохранять от беременности. Вообще-то Святой Дух. Есть заболевания, да, от которых нужно защищаться. Вот презервативы вас от всех заболеваний спасут. Моя наставница беларускай літаратуры, яна падганяла мне якія-нибудь такія кніжкі вне праграмы, і яна принесла мне аднойчы Маркеса «100 лет одиноты». И я такая читаю, а там секс. Что она мне такое принесла? Ось, обожала эту наставницу, насамрэч. Прикольно. Распавядзіце про ваших наставницких крашей. Вообще в моей гимназии тоже были некоторые поддерживающие учителя, но там была такая сложная атмосфера, потому что я была ребенком, который столкнулся в классе с буллингом, и я не могла ничего другого, в каких-то других контекстах там находиться, и они там не сильно это защищали, учителя, то есть они и так не сильно видели, мне кажется, проблему, насколько она серьезная была. У меня такое время в этой школе было, в этой гимназии, чтобы поскорее туда уже уйти. Но в лицее вообще, что не учительница, что не учитель, тот краш. У нас, вообще, они все такие колоритные, они все такие поддерживающие. У меня вообще супер такой набор на моем направлении. Я на филологическом училась в лицее. Такие вообще очень поддерживающие были. И вот это на «вы» разговаривали, что там, я помню, что поначалу мы даже смеялись, типа, что, не знаю, на «вы» разговаривали, что 100 лет, а потом нам они уже там объясняли, что это про личные границы, они, не знаю, какие-то подарочки иногда какие-то нам делали, там, я не знаю, поддерживали стремление находить себя, быть собой. У нас в лицее были джинсовые пятницы, когда ты можешь одеваться как хочешь. Так у нас был официальный деловой стиль одежды, а в эту джинсовую пятницу ты можешь одеваться как тебе хочется. И как-то я в такой, мне кажется, гармонии жила, потому что всегда была возможность быть собой. В общем, все крышихи, реально. Конечно, там училки наши какие-нибудь гуманитарных предметов, но они просто крышихи, потому что, они вообще суперские и учили клёвым вещам. Поэтому мне уже как учительнице
когда я уже сама стала преподавать в школе, я поняла, какая это большая работа, и как на самом деле все это не просто делать с той школьной программой, которая есть, и, что они все равно умудрялись давать возможность детям про какой-то, не знаю, узнавать про эмпатию, про добро. В общем, да, у меня были вообще нереалки и есть. Пожалуйста, не завидуйте. Точнее, порадуйтесь за меня. Да, очень радостно. Гош, а у тебя? У меня, не знаю, у меня как-то вот в этом плане школа, лицей довольно одинокими были. У меня как бы были близкие контакты с учителями в школе и в лицее. Но в какой-то как будто момент я как-то вот пришел к тому, что как бы друзьями я их себе не считаю, дружить мне с ними не хочется, и они во мне видят интерес только когда я интересуюсь их предметом. Как будто просто, не знаю, просто меня такого хорошего не хотят со мной дружить. Точно у меня лучше как-то связи устраивались. Я был на физмате, и точно у меня не с преподавателями и преподавательницами из физмата устраивались связи, а скорее вот с теми, кого я считал самыми умными. Это вот те, которые преподавали там языки. Такая подружка, это, преподавательница русского языка. Наша нереалка. Да. А другой человек даже как бы он не преподаватель, он даже не был устроен как бы в лицее, у него там просто было помещение. У нас был такой клуб радиотехники. Просто я чувствовал себя там свободно очень. Это было как пространство, в котором там мне давали ключ, в котором тебя там всегда рады принять, в котором ты можешь творить, импровизировать, какие-то воплощать свои идеи. Мы ўсе з Магілёўскай вобласці, атрымліваецца, што Магілёўскай вобласці вельмі моцная школа гуманітарная, таму што мои крашыхі гэта настаўніца беларускай літаратуры, настаўніца рускай літаратуры, і потым у нас яна змянілася, і таксама прыйшла вельмі такая цікавая настаўніца, але яе вучні самі забулілі. Цей чалавек прыехаў на размеркаванне у невялічкі пасёлак, і яна быццам бы парушала нейкія непісаныя правілы, яна ярка апраналася. Яна паліла, а жанчыны на вёсцы не паляць або хаваюцца за сарай, не ведаю. І яна на ўсё мела свае меркаванні, пачынаюцца нейкія з ёй праблемы, ёй падкладаюць нейкія кнопкі там на крэсла, нешта там вымазваюць чымсьці яблык, і ты ў гэта не можаш неяк умяшацца, а зараз я думаю, чаму не? Неяк так. Цікава, таму што мне здаецца, што у мяне быў такі вопыт на месцы гэтага чалавека, які прыйшоў і вельмі адрозніваўся ад іншых, але мне здаецца, дзеці мяне наадварот вельмі так падтрымлівалі, натхнялі, і заўсёды было цікава паглядзець на мой татуіроўкі, калі напрыклад было цёпла, і я там магла сняць свой пінжак, і там можна было гэта штосьці ўбачыць, то бок яны вельмі і зараз яны таксама, калі бачаць я ўжо там не працую некалькі гадоў, але кліентам у інстаграме бачаць мои там новыя колеры, волос там і гэтак далей, яны там вельмі падтрымліваюць мяне, і то бок у мяне была такая сітуацыя, што адміністрацыі гэта не падабалася, але дзеці наадварот падтрымлівалі, а тут вось дзеці забулілі. А там і у яе таксама былі праблемы з адміністрацыяй, таму што яна она не сістэмны чалавек. Яна не хацела проста запаўняць нейкія паперкі, яна хацела сапраўды нас вучыць чамусьці, яна расказвала нейкія дзівосныя рэчы. І таму, канешне, яна не паслухае гэты падкаст, але Наталья Адольфовна, выбачайце, калі ласачка, что не вступилась за вас. Ох, вообще тема буллинга в школе — это очень грустная тема. У меня недавно сяброўка спытала так: тебе булили в школе, або ты булила в школе? И я такой, третьего, что не может быть вариантом. Но я скажу так, что в моем маленьком городе, в гимназии, в которой я училась, как будто бы только 2 позиции ты можешь занимать. И это мой запрос на терапию, в том числе, был такой, что, чтобы снять с себя буллинг, я пыталась находить, на кого-то другого поддерживать в буллинге. Если кто-то находил другую жертву, то тоже условно быть в этой компании, чтобы, боже, меня уже перестали буллить.
Но в лицее у нас, извините, что все так, реально, просто подкаст, рекламирование. Я в лицее, а тут вылетает реклама. Гол номер 1. Гол номер 1. Да, просто, вот это правда так есть. Я, мне кажется, там так отогрелась и так просто оттерапевтировалась, потому что там, вообще у нас в классе, по крайней мере, в нашем классе, вообще нет. То есть буллинг — это было среди детей ругательное слово и вообще какие-то намеки на издевательства. И были какие-то приколы над учителями, что типа мы угорали, там были просто какие-то очень экстравагантные учителя. И даже это в классе иногда выносилось на общее обсуждение, что типа, что мы неуважительно относимся, от детей, что мы не очень уважительно относимся к кому-то. То есть это совершенно другая была ситуация, но да, в гимназии моей как будто бы ты можешь либо быть буллером, либо этот буллинг на себе испытывать. Просто очень жаль, что инструментов для того, как решать, это очень мало в школе. И меня вызывали в школе, когда я работала, потому что у детей в конце дневника у всех из моего класса был записан номер. И меня спросили, что это такое. Я говорю, это номер кризисной службы при опыте домашнего насилия. Государственный, кстати, на плакате увидела, И они такие, что вообще там об этом говорить? У нас был урок о том, классный час о том, чтобы распознавать, как буллинг, не буллинг, а насилие, и буллинг тоже. И что делать, если вы становитесь свидетельницами или сами в такой ситуации. Получается, нет просто средств человеческих ресурсов, чтобы как-то создавать атмосферу безопасности для детей. Но если ты это делаешь паза классного чтения, условно, что-то вне... Хотя это школьная программа, на самом деле эти темы должны подниматься. Но это тоже как-то очень, пристыживалось. Гошка. Я не знаю, мне кажется, я рос так, чтобы очень стараться всегда избегать конфликтов. И это, мне кажется, то, что мне помогло выжить вообще в то время, потому что в школе кругом было такое агрессивное ко мне и похожим на меня людям такое поведение. Я старался очень мимикрировать, мне кажется, но я никогда никого не буллил. Но есть там одно событие, за которое мне очень жалко, когда я убрал стул у человека, когда он садился, и я прям чувствую большую вину за это, и как будто, не знаю, мне сильно отпечатался этот момент, и как будто если я сказал, что точно я никогда не буду заниматься тем, что вредить кому-то, делать больно, и всегда старался просто обтекать и мимикрировать, и это очень-очень подавляет личность самого себя, потому что ты больше пытаешься встроиться куда-то, нежели пытаться развить себя, проявить себя, больше соответствовать каким-то, чему тебя ожидают буллеры, чего от тебя ожидают те, кто подвергаются буллингу, и как не попасть под одних и не стать другими. И мне кажется, что это очень такая система, которая тебя, правда, вынуждает куда-то таким образом встраиваться, чтобы существовать. И это отстойно. Ці шукав ти підтримки у дорослих? Нет, я, честно говоря, не верил в то, что они могут помочь, мне кажется. И всегда, я помню, в лицее такого не было, но в школе, когда там мы обсуждали домашнее насилие, всегда это было так, что это разговоры, которые просто там происходят внутри круга детей, и ни у кого даже не возникает идея, то, что куда-то кому-то можно еще сказать. И как-то все переживания в домашних ситуациях, они происходят как-то внутри компании детей, потому что это те, кому ты можешь довериться. Ты не можешь довериться взрослым. Не знаю, почему. Почему-то ребенком это так работает. Цікаво так это звучит. Да, потому что, мне кажется, дети в моем окружении, они много воспитывались тому, что то, что взрослые не могут тебе помочь, то, что ты скорее должен как-то сам справляться. И поведение агрессивное тоже как будто не то чтобы валидировалось, но оно игнорировалось. Так, но уже в лицее там уже смог больше как лично себя восстановить.
ну и больше уже как-то, больше доверия, что ли, воспитать. И все же как бы преподавательницам я там, ну, правда, наверное, доверял. Вось они ж нешта рабілі такое, што ты адчуваў даверу да іх. Таму што вось, ну, мне, напрыклад, у мяне такая была школа, ну, быццам некая спарта, бацькі давалі дзяцей, каб пайсці на працу. І што там адбывалася з тымі дзецьмі, ну, не вельмі ўсім было цікава. Ну, некаму цікава, некаторым нет. І, напрыклад, у пачатковай школе у нас быў настаўнік, які мог ударыць указкай дзяцей, ну, балюча, моцна, але і дзеці распавядалі пра гэта сваім бацькам і распавядалі, калі кагосьці пабілі, ну, другім бацькам, і з гэтым нічога не рабілася. І мне падаецца, што ў гэты момант у нас сфарміравалася такое, што мы самі павінны вырашаць нешта, або гэта прымаць, ну... Да, и оно вот очень странно, потому что когда ребенок, ты даже не можешь как бы понять, норма это или нет. И вот я помню, что у меня была учительница, которая очень злилась, когда что-то там ребенок делает ошибки, она не понимает. То есть ребенок не понимает. И она там стучала вот так вот как бы кулачком по голове и говорила: как же тебе объяснить это? Почему ты не понимаешь? И все думали, это окей. Ну, это правда детохранилище. Мы с учителями называли школу, что просто детей как бы часто сдают, и все. Ну, потому что время такое капиталистическое. Ты должен работать, как-то выживать, и когда ты этих детей видишь, ну, как бы непонятно. Но я еще хотела сказать, что про буллинг, если то, что я, например, была тем человеком, который обращалась за помощью постоянно, пыталась найти его взрослых в учителях, потому что меня очень сильно буллили. Ну, прям супер был очень тяжелый опыт. И когда я говорила, что я пыталась найти кого-то, ну, не сама найти кого-то, а если я видела, что на кого-то переключают внимание, и другого кого-то булят, то у меня был такой, типа, выдох, что я могу передохнуть, но это был совершенно ужасный период в любом случае. И я скажу, что очень много было victim-блейминга, когда меня обвиняли в том, что я виновата в том, что меня булят, что мне нужно одеваться по-другому, выглядеть по-другому, говорить по-другому от учителей. И много газлайтинга, и я вообще была в шоке от того, что это типа та самая взрослая жизнь, которая нас всех ждет. Я прям реально не понимала, как такое возможно. Вот у меня такой очень острый уровень чувствительности к несправедливости. Он вообще очень острый, потому что, мне кажется, это связано в том числе со школой, потому что никакой помощи не было. И когда я уже сама преподавала, это одно вот у нас, по сути, правило было в коммуникации с детьми. Во-первых, мы 1 сентября разрабатывали типа правила коммуникации для нашего класса, и дети сами их разрабатывали по группам, да, обсуждали, как они хотят, чтобы это происходила коммуникация. И все поняли, что никому буллинг не нравится. И у нас было вот такое правило, что если у нас происходит буллинг, это вот самое худшее, что может произойти. И я рада, что дети, меня поддерживали мое стремление в том, что был такой zero толерантность к буллингу, но то, что нет никаких механизмов, и то, что потом вот этот опыт переносит тебя часто в невозможность распознавать абьюз и домашнее насилие, это, мне кажется, супер связано, и victim-blaming, и вообще то, как дети не доверяют, например, учителям, не обращаются за помощью к ним, потом взрослые не обращаются за помощью в милицию, потому что логично, что они не ожидают помощи от нее и боятся. Поэтому, мне кажется, это такое, на самом деле, такое важная связь, которую совершенно по-другому используют. Вот. Да, замалчивание все время какое-то есть в этой теме. Хотя, когда я уже працавала настаўніцай, я даведалася про такую штуку, як социометрия. Ты робила такое с детьми? Калі у нас кого позовешь на день рождения? Кого покличешь на день народзінаў, с кем пойдешь у поход и с кем бы ты хотел сидеть за одной партой. И ты обираешь по 3 чалавекі на кожнае пытанне, и потым нам у школе ніколі не давали ніякіх результатаў. Они их дают учителям. Так, гэта настаўнікі рабілі для сабе, каб намаляваць такую групоўкі класа. Бывае, што одно такое сонца, вакол якога ўсе планеты круцяцца. Бывае, што тут такія кланы образуюцца. І бывалі такія класы уже, калі я працавала, калі ты бачыш, што ёсць чалавек, якога ніхто не абірае. І з ім трэба працаваць. Когда я училась в школе, я очень боялась, когда это было, потому что я боялась, что меня никто не выберет, и мне было супер страшно. И даже была попытка нам там заранее договориться на перерыве, типа, можешь меня записать, или ты можешь меня записать.
Вот, потому что тебя еще забулят за это, учителя твои же, что тебя никто не выбрал. Вернемся да навіна. Вось такая прыемная, пазітыўная. В столичных школах заменят оборудование в кабинетах трудового обучения. В перечне позиций десятки инструментов и гаджетов, которые помогут приблизить уроки труда к реальности. Вось. А наколькі ваши уроки працы были приближены к реальности? Я очень любил труды. Трудовой мальчик такой был. Я делал коробочку. Коробочку. Ну, просто как-то вот именно так сложилось, что вот до того, как я попал в этот клуб радиотехники, робототехники, тоже кабинет трудов для меня таким был типа safe space, потому что я тоже там типа ходил на кружки, я всегда любил что-нибудь мастерить. Преподавателям, в принципе, было пофиг, ты просто не приходишь и все, типа там что ты делаешь. Вот, я ходил, просто развлекался. Там на станке там что-то, какие-то шахматные фигурки делал, что-то паял. Когда мы уже перешли в лицей, труды там были скучнейшие. Мы просто ничего не делали. Те, кто вот ходил, скажем так, на другие труды, там делали очень интересные вещи. Там с нитками, с иголками и прочим. Не можно было пойти на те, где текало? Да, можно было, но это было типа неприемлемое поведение, да, как бы. У нас у старэйшых класах была такая штука, якая называлася УПК, учебно-производственный комбинат, дзе мы быццам бы атрымлівалі некую першую прафесію. Дзяўчынкі становяцца або швеёй, або прадавачкай. Угу. І, значыцца, я пайшла спачатку на швею, і мы сваёй аднакласніцай вырашылі, цікава будзе, як будзе выглядаць, калі мы да тканіны прыш'ем фантики ад цукерак. Вау. І, ну, карцей нас перавялі в прадавачкі адразу пасля гэтага эксперыменту. І мяне навучылі, ведаеце што? Считаць на счётах. Period. У той час ужо былі калькулятары, калі што. Але мы вучыліся лічыць на лічыльніках. Важны навык. У гэты час хлопчыкі атрымлівалі правы кіроўцы. Вучылі вадзіць тачку. Серьезно? Так. А дзяўчынкам нельга было туды трапіць. Або шый, або лічы. Або считай на счётах. На счётах. Знаете, у меня уроки труда врастили во мне феминистку-крафтивистку, потому что меня там, собственно, научили вышивать, но преподавательница была совершенно токсик вообще, ну просто. Я вышивала, у меня еще синдром дефицита внимания, и я понимаю, что это был мой стим такой. Я чисто сидела там, что вышивала. А сейчас я вышиваю там «Патриархат, умри», там, я не знаю, что-нибудь такое, какие-то крафтистские практики использую, поэтому это вот единственное, что я могу хорошее сказать об этом опыте. Других хороших слов у меня нету. Ну и да, гендерное вот это вот все распределение очень грустное. И навыки вообще, которые учат девочек на трудах, многие очень важны, но было бы важно, если бы их мальчики тоже изучали. И вообще про дети, которые там гендерно некомфортны, например, которые в рамках бинарной системы себя никак не идентифицируют, им вообще, я понимаю, какое-то мучение. И вообще квир-детям я очень сочувствую и надеюсь, что у них есть поддержка, у них есть хотя бы та одна учительница, которая их поддержит, потому что я не представляю, каково это сейчас там быть. И потому что вот это любое чужое, другое, ну, все, что ты... Все угодно, любой повод, по которому ты можешь отличаться от кого-то, он супер, мне кажется, его как бы очень сильно используют для того, чтобы подавить, и чтобы другие побоялись делать что-то подобное, изучать себя. Я-то ходил на вот эту вот призывную подготовку. И более того, я ходил даже там на какой-то типа кружок по ней. Я умею, наверное, надевать противогазы сколько-то там секунд. Вот это мне очень, очень пригодилось. Да. Подожди. Ну, противогаз, я памятаю, у нас была такая тема, практика на уроках. Яны называліся «Основы безопасности жизнедеятельности». Из гэтых заняткаў я вынесла вельмі ценныя веды. Number one. Калі у хату залятае шаравая маланка, трэба знайсці гумовыя боты и отштурхнуть яе об стенку. У меня нема гумовых ботов. Вы знаете, что вообще шаровая молния — это на самом деле какой-то фольклор? Бабкины сказки. Да, что типа все их видели там когда-то, но по факту. Это как права человека. И number two.
Калі вам трэба перайсці чыгунку, то спачатку палажыце галаву на рэльсы, каб даведацца, ці не ідзе паблізу цягнік. Вось. Спадзяюся, вы у адрозненне не забудзеце гэты лайфхак. Я не ведаю, якія веды былі больш карыснымі, трыганаметрыя ці вось гэта. Час развітвацца. Дамашкі тут не будзе, адзнак таксама няма, але падкасту святога нічога вашы адзнакі, каментары не перашкодзяць. І нам вельмі будзе цікава даведацца пра вашу школу. Пакуль-пакуль. Всем пока. Дякую, вялікі. Берегите себя и своих детей от того, что происходит в школах. Не ходите в школу, ходите в лицей. Гол номер 1. Another day, another slave. Here